Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами старший помощник Канашского межрайонного прокурора Тимофеева Раида Михайловна. Федеральным законом от 25 декабря 2008 года о противодействии коррупции на муниципальных случаях возложена обязанность принимать меры по предотвращению и регулированию конфликта интересов. Согласно части 2 статьи 11 Федерального закона, лицо, указанное в части 1 статьи 10 данного Федерального закона, обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя работодателя в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. Установлено, что вопреки части 1 и 3 статьи 10 Федерального закона о противодействии коррупции, в пункте 3 положения о порядке сообщения лицами, замещавшими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которые приводят или может привести к конфликту интересов, утвержденный решениями собраний депутатов сельских поселений Канашского района, не установлен срок представления лицами, замещающими муниципальные должности, уведомления о возникшем конфликте интересов или о возникновении его или возможности его возникновения. По результатам проверки Канашской межрайонной прокуратуры принесено 25 протестов. Здравствуйте, с вами помощник Канашского межрайонного прокурора Борисова Ксения Владимировна. Сегодня с вами поговорим на тему права несовершеннолетних членов семьи собственника жилого помещения. В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их законных представителей, родителей, усыновителей или опекунов. Права несовершеннолетних детей на жилые помещения производны от прав их родителей, поскольку лица, не достигшие возраста 14 лет, не могут самостоятельно их реализовывать, в том числе путем вселения в жилое помещение и проживания в нем. Несовершеннолетние члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют бессрочное право пользования этим помещением. Прекращение семейных отношений между родителями несовершеннолетнего ребенка, проживающего в жилом помещении, находящемся в собственности одного из родителей, не влечет за собой утрату ребенком права пользования жилым помещением. Если ребенок не является членом семьи собственника жилого помещения, хотя и является его родственником, внуком, племянником, проживает и зарегистрирован в нем, в случае перемены места жительства регистрация несовершеннолетнего в таком жилом помещении не представляет последнему право пользования данным помещением. При таких обстоятельствах собственником жилого помещения может быть инициирован иск о выселении несовершеннолетнего. Здравствуйте, с вами помощник Канашского межрайонного прокурора Чувашской Республики Константинов Андрей Викторович. И сегодня мы поговорим об ответственности за невыполнение законных требований прокурора. Так, в ноябре 2017 года Канашской межрайонной прокуратурой в администрации города Канаш Чувашской Республики была проведена проверка исполнения требований жилищного и жилищно-коммунального законодательства в администрации города Канаш, в ходе которой был выявлен ряд нарушений требований действующего законодательства. В частности, при постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении заявления принимались без указания сведений о лицах, которые проживали совместно с заявителем, а также их родственных связей. Не был организован надлежащий учет граждан, имеющих право на внеочередное получение жилья, отдельный список не велся. Кроме того, установлено, что заведенный в администрации города Канаш список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 2005 года не актуализировался, и работа по нему не велась, данные не запрашивались. По данному факту Канашской межрайонной прокуратурой в администрацию города Канаш было внесено представление об устранении нарушений требований действующего законодательства. В соответствии со статьей 6 Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации, требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в силу настоящего закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Согласно статье 24 данного закона, в течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий их способствующих. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору. Вместе с тем, вопреки указанным требованиям законодательства, указанные представления об устранении нарушений закона, причины и условий их способствующих в установленный законом срок не рассмотрено. Нарушения не были устранены. В этой связи в отношении ответственного за устранение допущенных нарушений
должностного лица администрации города Канаш было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 17.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за невыполнение законных требований прокурора. Указанное постановление вместе с соответствующими материалами в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу. С вами был помощник Канашского межрайонного прокурора Константинов Андрей Викторович. Спасибо за внимание.